Маждолса, хамсернокоси, здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Так, и как на одном канале хозяйка канала говорит, что делаем, как делаем, показываю, что делаю, как делаю. Так, ну, это надо еще чуть-чуть убрала траву на этом участочке, у меня тут, ну, пустой кусок такой. Но не стала больше вырывать траву, потому что буду опрыскивать, вернее, не я, а Ибрагима. Но здесь подмела, убрала, короче говоря, что мы делали дальше. Покажу вам дальше, что делали. Так, я хотела здесь вот хорошенечко намочить и так убрать эту траву. Потому что если будем опрыскивать, боялась, что к розочкам все это долетит. Но хорошенечко уже 2 дня идет дождь. И все это промокло. И вот, как видите, с утра, как моя подруга Марем говорит, с утра убрала эту траву. Я прям довольна, но недовольна вот чем. Так, вот эту тоже надо будет убрать немножко. Что-то у меня вот с этой розочкой случилось, не знаю что. Как-то вяленько она ведет себя. Так, под роликом, где я показываю, что у меня... Что для меня подарочки. У меня идут рекомендации, где посадить, что посадить. Но сейчас покажу, все посажено уже. Так, вот розочки. Машалла. Не знаю, у меня не очень-то получается дружить с розами. Как получится в этом году. Посмотрим. Так, лилии тоже прижились, пересадила. И вот хорошо бы было бы пересадить вот эти тоже сегодня, но вряд ли сегодня получится. И обязательно мне надо пересадить вот это вот. Скажите, что? Забыла. Забыла. Вспомню, скажу. Так, ну вот, короче, вчера сын посадил. Я не дотрагивалась. Да, были советы, что нужно, короче говоря, корни распушить, да, немножко. Это все нам было сказано, это все сделано. Освободить корни от той земли. Это сын мой сделал. Продавец сказала об этом нам, поэтому вот как-то так. Так, ну вот этот кусочек я тоже сегодня почистила, я сегодня довольная такая, что успела. Вот, руками отсюда сорвала, потому что тоже боюсь опрыскивать это место, потому что у меня тут будут цыплята. Цыплят сегодня не выводила, потому что сыро, мокро, холодно, не хочу. Так, спорили мы вот об этой. То ли сосна, то ли что, я не знаю, как она называется, но она вот такая шаровидная, большая. Я хотела ее посадить где-то или в начале, наоборот, вон у ступеньки, или посередке. Но хозяин положение, можно сказать, да, но сын сказал, нет, она должна быть здесь. И настоял, что посадил вот эту вот шаровидную сюда. Вот так вот. Холодно у нас, холодно. Просто было слишком жарко, и как-то сейчас странно, что холодно, но ничего, приятная такая погода. Я в таком тепленьком платье. Сегодня у меня, вернее у нас с Танзилой заказ небольшой. Ну так, для Танзилы, меня не скажу, но для Танзилы это совсем небольшой заказ. Там 50 котлет по-киевски и 50 отбивных по-арабски. И сегодня приезжают и Танзила с сыном. Короче, дочки с внуками ко мне должны сегодня приехать. Только что пришел сын, старший приехал, он сегодня дома в субботу. Не таксует, тоже приехал. Будет делать для нас шашлык из курицы и плов. Купил баранину, купил курочку. Сейчас покажу вам, зайду. Он уже приехал. Так, вот так вот. У нас недавно было, я даже ролик не выпускала в этот день. День, который очень тяжелый в нашей семье. Мы обычно в этот день всегда все собирались. Ну, как, не обязательно в этот день. Мы обычно собираемся чуть-чуть. На день, на 2 позже. Потому что не любят мои... Не хотят мои именно в день смерти как бы делать это. Обычно мы даже собирались всей семьей. Заловки мои, племяшки, но в этом году у нас как-то будет чисто наша семья только собирается сегодня, 1 мая. Многие знают, многие писали мне уже в личку. 1 мая для нас очень тяжелый день.
в этот день не стало отца моих детей, моего мужа. Поэтому для нас как бы первые числа мая и весь май, наверное, можно сказать, такой тяжелый. Такая вот погода у нас. Погода, трава растет буквально как на дрожжах. Вот такие вот дела. Так, и спрашивали, почему у нас всегда открыты ворота. Потому что мои мальчики, наверное, раз 20 в день приезжают, уезжают, приезжают, уезжают. Но сейчас я, как только посажены эти цветы, ага, видите, как петух бегом идет туда. Эти две курочки мои, арпингтончики, привыкли туда на кухню ходить, в новый дом, представляете? Пока им дверь не откроешь, там стоит песок, который занесли. Они не останавливаются, они как-то неслись, начали нестись именно там. Вот эти куры вообще имеют такое, они прячут свои яйца и хотят куда угодно, как бы лишь бы я их не достала. Вот, вот они, арпингтончики. Жалко, у меня нет петуха этой породы. Две курочки есть, а петуха нету. Я в прошлом году покупала суточных цыплят, арпингтонов. Но вот именно вот этой вот породы, как бы, я уже не помню, как она называется, петухов у них не было. Были 3 курочки у меня получились. Были у меня черные, белые. Но это хотя бы черного петуха надо было оставить, но я не оставила. Так, ты в магазин? Спички обязательно возьми. Хлеб, спички. И что еще надо было? А, да, черные пакеты, да. И сейчас он выйдет, и дверь закрою я, потому что я боюсь, что будут заходить и бараны, и коровы чужие. Могут повредить мои растения. И старший сын мне тоже сделал небольшой подарок. Заказали мы, скоро приедут эти, ну еще такие цветочки, чтобы посадить вот тут вот посередке. Так что мне стоило только начать. Давно надо было это сделать, но как-то, я не знаю, руки не доходили. Голова не доходила, руки не доходили, да. Вот как-то так. Ну, пойдемте на кухню. Вот арпингтончик. Красивая курочка. Еще одна такая. Ну, она где-то, по-моему, легла яйца нести. Ага, спряталась. А это наш жених. Пока трава не подсохнет, здесь будет, конечно, некрасиво. Но я оставила специально. Не стала оттуда убирать ее. Пускай будет как бы удобрение. Так, ну вот, мои дорогие, то, что принес мой сын нам на ужин. Ну, это будет ужин, он сейчас будет мариновать курочку, просит меня ее почистить. Сразу же купил и баллончик, и кефир. Короче, он маринует куриный шашлык в кефире с горчицей. Вкусно очень получается, когда он делает шашлык. Что курочку ему не очень большую, конечно, дали. Но на крайний случай у меня есть замаринованный шашлык еще с праздников. С Орозы Байрам остался. Не весь я смогла израсходовать, да, как бы, да. Так, теперь, что еще? Да, в принципе, его мало кто и будет есть, потому что он очень вкусно делает. Сейчас, наверное, не видно. Купил баранину, вот такой вот. Делает плов. Так, это грудка. Ну, грудинка. Не грудка, а грудинка баранья. И ребрышки вот такие вот. Тоже, по-моему, грудинка. Бахай, грудинку ехай. Не ребра, а грудинка. Ты знал? Специально купил? А? Да. Ну, короче, вот так вот. Будет делать плов. Так, девочки, короче, курицу я ему помыла, разделала. Дальше он сам будет ее разделать. Сейчас он нарезает мясо. Я ему сказала, что он всю жирную грудку купил. Быстро поехал, купил эту лопатку баранью. 3-й дубль я снимаю сейчас. То жевала, то еще что-то. Короче, сегодня будет праздник живота, как я поняла. Между прочим, Джабраил же не будет это все, так что можешь не рассчитывать. Он у нас на правильном питании. Я думаю, хватит. Полно. Ну, хватит, конечно.
Если еще и плов будет. Это же на шашлык? Да. И это тоже хватит. Это морозится, да? Это можно. Как он говорит, это будет земляма. Все, дальше будешь мариновать. Может, перчатки одеть, у нас перчатки есть. Короче, все тут готовится на глаз, как он говорит. Черный перец свежий, такой свежемолотый. Горчица. Где-то чайная ложечка, наверное. Столовая горчица? Чуть меньше столовой. Чуть меньше столовой ложки. Столовая. Это тебе нужно? Лавровый? Нет. Не добавляешь? Ну, это у него свой салат. Свой салат, говоришь, свой шашлык. Перчатки не одел. Не хочешь? Нет. Как хочешь. Так что у нас и мальчики, и шеф-повара. Не только я готовлю. Давай туда кефир добавляю, огурец, через 20 минут. Короче, посолил, поперчил, добавил горчицу. Растительное. Что? Растительное масло. А, и растительное. А я не видела, что это растительное масло было. А где растительное масло? Я как поставила обратно. И растительное масло. И теперь это будет мариноваться 20 минут. Потом только он добавляет кефир. Ну так. Я тоже параллельно делаю. Сейчас буду делать отбивные. Это все он готовит на ужин, а нам же и обедать надо. Сейчас будут отбивные куриные и куриный супчик. Поставила, ну, то, что на кости. На шашлык это не годится. А косточку от этого одной будет супчик. Просто, если дети приедут пораньше, и для детей будет суп. Ну и у меня сын и Дивер на работе. Они на обед обязательно приедут. Поэтому что-то в обед тоже нужно готовить. Так, друзья, и отправляю заказ. У меня сегодня такой насыщенный день. И это, и то, отбивные. Сейчас уже на обед едут. Короче, у меня заказ отправляется 4 килограмма мант, 4 килограмма пельменей, 2 килограмма с картошкой, 2 килограмма с творогом, вареники. Ой, Зюлаш. Где твой этот? Сумка. Неси. Чтобы не разморозились. А, ну давай. У него есть сумка, которую он доставляет продукты и в горячем, и в холодном виде. Короче, термосумка. Так, моя бригада прибыла. Посмотрите, Мухаммед, в чем? В маминых шлепанцах. Давайте, чем двух манила, мама, Генш. Фотографировать здесь. Здесь, он хочет, чтобы его сфотографировали. Хавали, Абдул Малик, когда хавалуза? Если хавали хир. Хавалуза. Холодно у нас стало, очень-очень даже. Оля, а вот, Махмеда, ехи, а вот. А вот, мама, сфотографируешь до душа, а вот. Вот так, вот так. Сейчас будем фото делать. Сам стал фотографироваться и не позирует. Козлик маленький. Вы Валя. Дали да что холодно уже. Щили вень, дали да что. Капюшон отла. Он не греет. Абдул Малик. Хавали чедолхови? Дол, хавали. Вот, это послушный ребенок. Хавали чедолхови. Хавали хо. Чедолхови? Ну, хоть вот ты непослушный. А? Ты ж вот, ты ж согласен. Абаш квахал. А? Меча вахави, бог. Бог вахал. Ти чего хать? Ти чего? Видишь, ти? А? Хаец, 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 Алик декатр. Хаец сыха. Хаец. Хаец я хасюк. Туар гой? Хаец мама, вау, хаец. Хада сук хаити. Кехат хада сук хаити. Так, друзья, у нас первое. Плов готов на костре. Он, конечно, получился... А ты на костре снимала? Нет, я не успела. У меня не было времени. Он так красиво горел. Короче, плов на костре из риса дивзира, поэтому он темный такой. И у него вообще в Багаудине бывает зирвак такой темный, что рис тоже бывает темный. Салатик. А вообще-то узбекский плов, он всегда бывает такие. Так, вот наша малышня. Темный, да, правда. Танзила говорит, очень вкусный. Меня не снимали. Так, Танзила не хочет, чтобы ее снимали. Расул тоже убежал, по-моему, да? Короче, все в сборе. Нет, Ибрагима пока нет дома. Абдул Малик, привет, а?
Привет, а? Мухаммад, а у Алита привет. У нас тут небольшой творческий бардак, потому что у нас и заказы, и уборка, и плов, и что мы там делаем? Шашлыки, все вместе. Шашлык будет попозже. Сейчас быстренько поедим. Иди, дай ему чашку, дай ему быстро. Зачем ты его открыл? Чашку, пока он не рассыпал. Ну вот как-то так, друзья. У нас сегодня вот такой вот день. Немножко суматошный. Так, потихонечку и шашлык у нас. Ну, вы знаете, как мы как-то все сели и не снимая поели. Это уже то, что осталось Расулу и Ибрагиму. Немножко куриного шашлыка, немножко бараньего шашлыка. Очень вкусный шашлык получился. Тут уже Танзила делает заказ свадебный. Как видите, котлеты по-киевски. У нас, как я сказала, сегодня такой насыщенный, сумбурный день, да? Да, Абдулмалик? Абдулмалик тут шашлык кушает, сидит. Так, мои дорогие, сегодня действительно день какой-то ажиотажный, непонятный, насыщенный, как я сказала. Ничего нормально толком так и не сняли мы сегодня. Ну вот последний штрих как бы сегодняшний. Танзила, не шуми, я снимаю. Мадина с детьми уже уехала. Вот уже такси почти на подъезде. Будем отправлять на заказ. Значит, котлеты по-киевски и по-арабски. Курица по-арабски. Вот. Что ты хочешь в горячем виде? Вот последний противень. Они в горячем виде очень вкусные, конечно. Просто они сейчас красные, потому что у нее сухари красные. Я, если честно, не люблю такие сухари. Но желание. Какие заказчицы. Ну вот как-то так. Всех благ вам, мои дорогие. Между